Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Только за 11 месяцев этого года мошенники похитили у якутян более 850 миллионов рублей. За весь 2022 год общий ущерб, нанесенный дистанционными преступлениями якутянам, составил более 255,5 миллионов рублей. Вот как уберечь свои средства от мошенников, гость студии Сергей Губин, первый заместитель прокурора Республики Саха-Якутия. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какова статистика обнаружения, задержания преступников, ну и методы отслеживания в настоящее время? По статистике, по количеству совершенных преступлений у нас отмечается рост на 28%. Если по прошлому году, по 11 месяцев было 2500 таких преступлений зарегистрировано, то на сегодняшний момент более 3200 преступлений. Ущерб, как вы отметили, вырос значительно. По прошлому году было 580 миллионов рублей, 583, если быть точнее. На сегодняшний день это 869 миллионов рублей. Потерпевшими, жертвами мошенников стали более 2600 граждан нашей республики. Что касается раскрываемости этих преступлений, общая раскрываемость преступлений находится в порядке 25%, но такой вид, как именно дистанционное мошенничество, здесь процент раскрываемости превышает не более 13%. Какие новые способы хищений применяют преступники? Ну, либо давайте расскажем о уже привычных способах, о которых мы говорим очень часто, но тем не менее они до сих пор работают. Спасибо. Я хотел бы начать с наиболее крупных сумм, когда граждане теряли, и из последних трендов, так скажем, среди мошенников, когда потерпевшему поступает сообщение на WhatsApp или на Telegram со взломанного аккаунта руководителя. Это может быть руководитель, начинает библиотеки, больницы, любого учреждения. Таким образом, у потерпевшего возникает какой-то элемент доверия, сообщение поступает такого рода: тебе сейчас наберут из службы безопасности, пообщайся. Соответственно, человек доверяет своему руководителю, как-то морально расслабляется, и через несколько минут следует уже звонок от мошенников, и начинается разговор о какой-то схеме, что в коллективе, допустим, завелся какой-то человек нехороший, который совершает махинации, необходимо помочь его изобличить. И дальше поступают различные сообщения о том, что ваши деньги находятся либо в опасности, либо другие схемы придумываются. Но самый первый элемент необходимо граждан республики, я попросил обратить внимание: поступление в WhatsApp и Telegram сообщений. Если вы раньше с своим руководителем по этим мессенджерам не общались, это первый звонок, когда вы должны что-то заподозрить. У нас в основном такие случаи, что до этого руководитель не присылал. Либо был взломан аккаунт руководителя, если даже было такое общение, просто перезвоните руководителю и в режиме голосовом уточните информацию, кто должен позвонить. Вторым важным элементом является, когда людей вводят в заблуждение, говорят, что их деньги находятся в опасности, что сотрудники банка сейчас совершают мошенничество и предлагают подключиться к спецоперации, чтобы помочь изобличить мошенников из банков. Сразу скажу, что по практике за много лет мы никогда не фиксировали, чтобы в мошеннических схемах, в такого рода телефонных мошенничествах участвовали сотрудники банка. Люди, как правило, верят, даже когда приходят в банк, сотрудники банка нередко сообщают, когда выдают кредит, что могут действовать мошенники, но до этого реальные телефонные мошенники настолько обработают человека, что он начинает верить, что мошенники — это банкиры, сотрудники и представители банка. Соответственно, вот здесь бы еще предостерег вот этих фраз: деньги в опасности, безопасная ячейка и другие элементы. Ну и следующий этап, третий, когда люди, получив кредит в банке, просто подходят к банкомату и большими стопками денег начинают переводить просто на непонятные телефонные номера. Это вообще третий, так скажем, уже элементарный, наверное, признак, но не надо переводить деньги через банкомат на третьи телефонные номера. Поэтому три основных таких момента. WhatsApp-сообщение или Telegram-сообщение от руководителя, деньги вашей безопасности, должен маячок загореться, что это неправда, ну и перевод денег через банкоматы. Часто группировки преступные, как правило, это не просто какая-то группа определенная, преступные группировки используют различные бланки документов, которые очень реально выглядят как от сотрудников Национального банка, с печатями, с подписями. Для вас открыта ячейка, идет спецоперация, и
и ну, там мы вам можем представить эти, так скажем, документы для наглядности, используют удостоверения сотрудника Нацбанка, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета. Все это также через мессенджеры дистанционно до людей доводится. Возникает ощущение участия в реальной специальной операции. Но после этой специальной операции люди у нас теряют, 2 потерпевших потеряли по 6 миллионов рублей. Фиксируется самое крупное мошенничество — 12 миллионов рублей. Одна из потерпевших квартиру продала, участвуя в такой спецоперации. Поэтому вот просьба, крик души. Мы еженедельно в прокуратуре вызываем таких людей, с ними разговариваем. Они говорят, да, мы знали о схемах мошенничества, но что мы лично попадем в такую схему, они не предполагали. Поэтому надо остановиться, прежде чем поступил какой-то звонок, перепровериться, перезвонить родственнику, перезвонить руководителю банка, перезвонить в сам банк, положить трубку и набрать в банк. Нет там какого-то мошенничества, служба безопасности, может быть, проверит. Вот, и тогда мы можем уберечься от таких схем. Ну вот очень часто, да, люди идут в банк за кредитом, да, вот так сказать, после общения с мошенниками, и очень часто берут крупные суммы. То есть знаем о случаях, когда люди брали по 3, по 4 миллиона суммарно, да, все это дело отправляли мошенникам. Вот как-то вы взаимодействуете с банками, да? Банкам, по идее, нельзя запретить выдавать кредиты так-то, ну, на простых основаниях. Вот как можно здесь взаимодействовать с банками? Может быть, как-то стоит поменять систему, или вы работаете уже с банками, общаетесь? С банками мы взаимодействуем. Летом этого года было проведено совместное совещание с руководителями филиалов. До них также доводятся эти способы мошенничества, и мы настоятельно их призываем, рекомендуем, они же самостоятельные хозяйствующие субъекты, чтобы они проводили как раз при выдаче кредитов беседы с людьми, чтобы разъясняли способы телефонных мошенничеств. И стараемся о каждом новом факте, о каждом новом способе такого телефонного мошенничества их информировать. Поэтому такая работа есть, совещание есть, понимание у них есть. Ну, естественно, конечно, кредиты запретить не можем, на этом держится какая-то часть нашей экономики. Другая проблема – это доступность онлайн-кредитов. Это тоже очень большая проблема, когда в один клик любой гражданин может получить кредит, обналичить и потом таким образом им распорядиться. Поэтому работа такая ведется, но, к сожалению, не в той достаточной степени, которой бы нам хотелось. Вот почему люди до сих пор верят мошенникам? Вроде бы все информированы день через день, мы об этом тоже повторяем на нашем телеканале и другие средства массовой информации. Но люди до сих пор продолжают верить мошенникам. Я думаю, здесь работает психология. Первый психологический удар, когда человека пугают. То есть ему сообщают: твои деньги в опасности, у человека отключается в некой мере мышление. Или сообщают, значит, с вашего счета был перевод на Украину, вы финансируете, значит, нашего противника. То есть человек появляется страх, да? Да, у человека появляется страх, в этот момент теряются какие-то элементы. Ну и дальше основная цель мошенников, чтобы вы с ними заговорили. Начинаете говорить, они вас подвешивают на постоянный, так скажем, слуховой контакт, вплоть до того, что вам покупают телефон с гарнитурой. Пенсионеры у нас был, когда за свой счет они покупали, ну как уже человек перевел им деньги, значит, купили ему телефон с приложением, гарнитуру, такси заказывают, чтобы до банкомата. Соответственно, сейчас электронные ресурсы, наши все карты позволяют видеть, где какой банкомат находится. Они прям конкретно говорят адрес, куда поехать, как у банкомата себя вести. Если к вам подойдет сотрудник правоохранительного органа и начнет вас пресекать ваши действия, не верьте, это мошенник. То есть вот, ну, фактически идет зомбирование людей, и у нас есть случаи, 2 и 3 суток фактически, ну, по 15-17 часов, кроме сна, человека держат вот на таком вот контакте. Человек в данном случае не доводит эту информацию ни до родственников, ни с кем не общается, но фактически его запугивают. Идет спецоперация, предупреждает об уголовной ответственности, в том числе о несуществующей уголовной ответственности, что человек не может якобы отказаться от участия в спецоперации. И человек под испугом, под обманом таким вот действует. Здесь опять же рекомендация, ну, мы все живем в семьях,
чтобы общались. Если видите, что ваш пожилой родитель там, или супруга, неважно кто, как-то себя странно ведет, спросите, что происходит, пообщайтесь, потому что у нас, к сожалению, были такие случаи, когда живут в одной семье, человек вот на 3 дня ушел, как бы, и никто не интересуется, что с ним происходит. В этот момент теряет огромные суммы, которые бремя, конечно, на всю семью потом лежит. Ну вот многие случаи мошенничества связаны с инвестициями, да? Вот какие рекомендации дадите гражданам, чтобы не попасть в такую ситуацию? Ну, самая первая рекомендация: не бывает денег из воздуха, и предложения о космических каких-то доходах, они, как правило, до чего хорошего не доводят. Но если вы все-таки решили вступить в эту инвестиционную деятельность, где-то в офисе, чтобы был личный контакт, консультироваться со специалистом, с банковским тем же работником и так далее. Если вам инвестиции предлагают дистанционно, то это сигнал задуматься. Еще раз я хочу сделать акцент: все, что происходит дистанционно, в том числе спецоперации, в реальной жизни не проводятся. То есть если идет даже какая-то спецоперация, то тебя пригласят ФСБ, МВД, проинструктируют, оформят процессуальные документы. Конечно, то есть то, что вот человеку предлагают дистанционно принять, и в том числе даже выходит на связь некий следователь Следственного комитета, даже последние случаи такие, что они уже лицо свое не скрывают, кабинет, герб Российской Федерации за плечами, и он говорит: вот я же реальный человек, вы почему мне не верите? То есть вот прям люди, запомните, дистанционно у нас спецоперации не проводятся. Ну, а что делать, если человек уже стал жертвой мошенников, вот, опомнился, понял, что совершил глупость, отправил деньги злоумышленникам? Вот как здесь действовать? Как Операция номер 1, я думаю, что из приложения банка необходимо попытаться заблокировать перевод. Перевод у нас там какие-то часы там, и дни осуществляется. Если через приложение не получается, сразу прямая скоростная дорога должна быть в отделение банка, и уже через отделение банка попытаться заблокировать этот перевод. Ну, естественно, обратиться в правоохранительные органы. Как я назвал, процент раскрываемости, он далек от того, чтобы нам хотелось, но примеры положительные есть. Я утвердил обвинительное заключение в отношении 4 жителей Казани, которые в период с 2020 года по весну 2023 года осуществляли вот такие телефонные мошенничества. Порядка 120 граждан Якутии. Схема была несколько, значит, иная, может быть, суммы потери были другие. Общая сумма потери у нас порядка 15 миллионов рублей. Ну, типичный пример. Одна из потерпевших продавала старую фаянсовую раковину за 1500 рублей, разместила на сайте Юла объявление. Поступил телефонный звонок, желание покупки, значит, вот этой раковины, попросили перевести номер карты для оплаты, потерпевшая номер карты дала. Соответственно, мошенники входят в приложение банка, нажимают функцию изменения пароля, потерпевший приходит код для изменения пароля, они говорят, что это необходимо для оплаты, ну и потерпевшая диктует данный код, который предусматривает для пароля. Ну и пытаясь продать за 1500 раковину, потерпевшая потеряла порядка 150 тысяч рублей, которые были у нее на счету. Ну и в завершении нашей беседы, что бы вы пожелали нашим телезрителям в новом году, на что, может быть, следует обратить внимание? Я бы хотел пожелать нашим жителям счастья, здоровья, ну и, исходя из профессиональной своей работы, бдительности. Больше общайтесь в семьях, интересуйтесь делами в семье, делами своих пожилых родителей. Ну и будьте бдительны. И запомните, никакие спецоперации не производятся дистанционно. Сотрудники банка ни разу не фиксировались у нас в схемах мошенничества. Поэтому если вам говорят, что банкиры или еще какие-то спецслужбы там на вас дистанционно выходят, это должен быть первый звонок, сигнал к тому, что происходит в отношении вас преступление. И тем более, если вам предлагают перевести полученный кредит через банкоматы, здесь сразу вы должны остановиться. Что ж, Сергей Анатольевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо жителей Якутии. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.